Культуру в массы. Под таким девизом в Хандыге прошел поселковый молодежный турнир команд КВН. В этот раз участие в игре приняли команды преподавателей Хандыгской средней школы, горно-геологического техникума, Тампонской гимназии и молодежной администрации. За сражением юмора наблюдала Мария Винокурова. Культура в массы. Под таким девизом в Хандыге прошел поселковый турнир клуба веселых и находчивых, в котором приняли участие команды преподавателей Хандыгской средней школы, горно-геологического техникума, Тампонской гимназии и поселковой молодежной администрации. Игра КВН стала завершающим мероприятием Года культуры. В визитной карточке «Тон всей игре» задала команда молодежной администрации шутки в сторону. Эта команда отличилась своей собранностью и слаженностью. В музыкальном задании не было равных команде преподавателей Хандыгской средней школы. Студенческая команда «Горняки» горно-геологического техникума удостоилась громких аплодисментов за видеоклип «Культурные ли мы?». В этом году в ряды КВНщиков влились свежие силы в лице юношеской команды «Альтернатива», учащихся 8 класса Тампонской многопрофильной гимназии, которые оказали достойный отпор опытным игрокам. Наиболее запомнился, наверное, все-таки приветствие, потому что он отражал внутреннюю суть команд собравшихся. И еще очень ярким получился конкурс видеосюжетов, потому что видеосюжеты были просто потрясающие, абсолютно разные, хотя тема одна для всех команд. По результатам 4 этапов лучшую игру показала команда Хандыгской молодежной администрации. На второе место, неожиданно для всех, выбились дебютанты – команда «Альтернатива» Тампонской гимназии, получив неплохой аванс на будущее. Тройку призеров замкнула команда преподавателей Хандыгской средней школы. Номинация «Самый креативный» досталась команде «Горняки» горно-геологического техникума. С такой аудиторией мы участвуем первый раз и, конечно же, не ожидали занять второе место. Это как бы честь для нас. Неожиданно, потому что мы готовились всего лишь 3 дня к этому конкурсу. И подходили очень серьезно. Конкурс стал настоящим праздником для любителей игры КВН и показал, что у команд накоплен хороший потенциал подобных состязаний. Дело лишь за тем, чтобы как можно чаще их использовать. Мария Винокурова, Джулстан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.